Здравствуйте, уважаемые зрители! Давайте посмотрим сегодня такую тему. О чем и кто болтают за вашей спиной. По традиции для начала давайте посмотрим ваш портрет. Если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Сейчас никого не загадывайте, думайте только о себе. Видео актуально в любое время на момент просмотра видео. Кто вы? Большинство, возможно, смотрят женщины. Если смотрят мужчины, можете переворачивать расклад на себя. Женщина с раненым сердцем. Женщина, у которой очень много слез пролито. И женщина перешла какой-то на данный момент барьер. Что-то в своей жизни изменила кардинально. Поменялось, да? Какие-то есть перемены. И тут момент того, что те моменты, когда делали вам плохо, они как раз-таки, да, в вас именно пробудили новую вас, да, новое я. Вы очень сильно изменились после того момента. Возможно, даже какие-то привычки, поведение или же манеру одеваться, то есть стиль у вас поменялся. Да, бывает, когда в некоторых случаях, у некоторых бывает так, что именно больные моменты дают толчок идти вперед, да, и еще тем самым трансформируясь, становясь лучше и лучше. Тут момент еще идет новая жизнь и какие-то новые правила. Вы ввели какие-то в своей жизни новые правила. Возможно, даже, да, здесь кто-то поменял привычки или, возможно, бросил какие-то негативные привычки, да, заменил их на полезные привычки. Но до сих пор какой-то момент боли не прошел, еще не забываем. Часто вспоминается. И знаете, тут моменты, если вам попадаются мужчины, да, вы сразу начинаете переключать вот эту тему из прошлого, которая сделала больно, и думать, что все, да, такие или также может поступить. Уже есть некая даже не боязнь, а просто не хочется наступать на старые грабли. И момент того, что даже не то, чтобы боитесь, а вы уже как-то аккуратничаете. Да, здесь, возможно, даже кто-то стал просто на мужчин аллергичным, считая, да, что всем нужно только одно, или же все такие нехорошие. А все мужчины разные, поверьте, так же, как и женщины. У меня идет момент еще такой, что вы, даже если вы одна, возможно, здесь и интроверты могут смотреть, но тут и экстраверты тоже есть. Интроверты, да, здесь момент того, что вы можете и сама себя развеселить, да, не унываете в одиночестве, вы находите себе, возможно, какую-то деятельность, какое-то дело, да, и как-то увлекаетесь этим, или же это могут быть походы и с подружками, да, на посиделки за горячим чаем или кофе, но может быть чем-то другим расслабляющим. Вот шопинг или же
какое-то хобби. Вот вы себя можете отвлечь, вам одно не скучно. И оставив вас дома одну, вы найдете себе занятие, да, дабы отвлечься или же развлечься. Тут у кого-то, тут именно момент любви вам как не хватает. Вы можете жить с человеком, но вам не хватает любви от него. Да, веет холодом или отношения уже подсыхают. Также здесь момент того, что вы женщина или стали, да, женщиной, которая зеркалит. Вот как со мной поступают, так буду поступать я. Также здесь еще идет момент того, что могут смотреть близнецы тоже здесь. И люди именно, знаете, которые думают, что в теле, находясь в своем теле, да, вы можете думать, что вы не одна. Да, то есть вас как двое. Например, добро и зло, да, или же как есть какой-то голос, который вам подсказывает, и вы понимаете в теле, что вы не одна. Вот, понимаете, да, это состояние. Может быть, кто-то не понимает. Бывают такие именно ситуации, когда человек как раздвоенная личность. И здесь еще момент идет то, что с вами всегда можно найти компромисс и договориться. Вы человек, который, да, принимает к себе благосклонное, нормальное отношение. Да, и вы понимаете, что с вами можно договориться. Вы можете пойти не то чтобы на уступки, но на компромисс. Найти путь решения ситуации, дабы никому не было от этого плохо. Начинаете свою новую жизнь, и причем вы ее уже несколько раз, да, в жизни своей начинали, но не то чтобы там каждый год вы начинаете свою новую жизнь, нет, тут именно момент каких-то скачков в жизни, когда вот приходилось начинать жизнь как с самого начала. Вы говорили, что все, завтра все изменится. Но не всегда действовали. Не всегда верна обещанному, да, то, что вы пообещаете себе даже, что завтра я, да, разберу вещи свои, сложу все по полочкам. Нет, наступает завтра, и вы понимаете, что у вас нет времени, и вы это перекладываете на послезавтра или на следующую неделю, а может быть на следующий месяц. Ну, каждого тут по-разному. Не всегда вы сдерживаете. Или завтра я начинаю бегать, да, по улице, заниматься спортом, то есть бег, прогулки и так далее. Ну, вот как-то это потом сводится, и вот вы вроде как пообещали, но не сделали. Знаете, почему вообще так происходит в вашей жизни? Потому что вы человек, который не любит сидеть на месте. Да, тут есть люди, которые все хотят здесь и сразу. Вот быстро. Вы не любите, когда долгое ожидание чего-то. Вы хотите быстро получить. И почему происходит этот момент, когда вы начинаете жизнь вроде как все сначала, потому что вы понимаете, что вы хотите за свою жизнь что-то успеть или за тот кусок времени, который вам остался, да, прожить, вот как вы считаете, да, люди живут до 70 лет, например, да, это где-то в голове, или до 80, до 90, да, вот за этот кусок времени мне сейчас там
40, 50 или сколько лет, 38, да, и даже 25 так думают. Вот я должна успеть то, то, то. Это хорошо, когда есть планы, но самое главное идти к этим планам. Да, и вот спрашивают, как вообще мне двинуться, что мне делать. Делайте, поймите одно, простая вроде как короткая фраза, делайте любимое дело. То, что вам нравится, делайте это с любовью. Если вы хотите монетизировать, монетизируйте это дело. Если вы хотите превратить это в ваше любимое хобби, которое вас успокаивает, тоже сделайте это. Как это делать? Просто пишется план действий, что к этому нужно, да, или же у вас есть какая-то цель, какая-то мечта. Просто вы пишете, как прийти к этой мечте. Пусть это даже и миллиард, да, вы помаленечку расписываете, как прийти к этому миллиарду. Нужно получить знания. Какие знания? Те, которые вам нравятся. Поймите, когда вы будете делать то, что вам не нравится, да, вы не придете к цели или придете измотанная, просто уставшая, да, и вам уже будет не до цели. Когда вы будете идти именно прописывать себе в этом плане вот эти подпункты так, как вам удобно, но при том эти пункты исполняют, да, главную вашу цель, которая будет в конце, тогда да, тогда это отлично. И каждый день, когда вы будете делать все, что касается вашей цели, вашей мечты, все просто по пунктам, поймите, вы к этой мечте, да, придете. И причем, чем больше планов за день вы будете выполнять по плану, функций, приводящих к этой цели, так вы придете намного быстрее. Вот. Это все, да, просто. И многие сейчас могут сказать, что да, это и так ясно, как бы. Но кто-то, понимаете, этого не понимает, и поэтому лучше я поясню, разъясню, да, кому-то, может быть, эта информация нужна. И поймите, сюда вы пришли тоже не просто так. Возможно, эта информация вам нужна и важна для кого-то. Момент идет еще тут в личном сигнификации того, что шансы в вашей жизни, да, вы иногда как понимали, что вы упустили эти шансы. Были шансы в вашей жизни, вы их как упустили. Потому что вы были сосредоточены на что-то другое. И причем самое главное, делайте, да, опять-таки по этой ситуации, да, выбирайте то, что правда важно, то, что принесет большую ценность в вашей жизни, в любом плане, духовном, материальном или каком. То, что вам принесет выгоду, то, что вам принесет духовный рост, например, да, или же ваше расширение, ваше обогащение, ваше духовное развитие. И, понимаете, тут момент того, что взялась за что-то мелкое, да, а пропустила что-то крупное. Вот тут момент есть того, что как поспешила и себя насмешила. Но не насмешила тут больше, а есть момент разочарования и воспоминания о том, что надо было действовать вот так, вот именно так. Тогда бы я, да, и тра-та-та, ушла бы в плюс. Жизнь, да, вот люди ждут чего-то, бывает, да, и говорят, когда, а вы не ждите. Каждая прожитая миллисекунда в нашей жизни – это есть счастье. И поймите, и в каждой минуте, да, можно найти счастье. И даже в мелочах. Когда вы поймете это, когда вы начнете это использовать, вы поймете, что вы счастливый человек. Да, у вас и энергетика будет совершенно другая, яркая, светить. Тем самым, когда у вас такая энергетика, да, она начнет в вашу жизнь притягивать возможности. Вот тут момент еще такой, что вы, бывает, очень долго вас раскачать, когда вы замкнетесь, да, и трудно из этого вам потом самой выйти. Например, даже если вы болели, да, долго сидели дома, не выходили, потом уже это сложно сделать, потом уже не хочется, есть некая апатия. Вот.
тут момент перебороть себя. И еще здесь был момент, чтобы не пропустить. Путь, почему-то тут материально еще есть. Путь, да, ваш, материальный именно, заключается в вас. И мне почему-то больше здесь показывает, что вы сможете это сделать. Сейчас идет поток, да, я читаю карты и слушаю одновременно поток. У меня немножко тут такой разброс. Смотрите, вот у вас, да, есть что-то. Возможно, у кого-то есть дар, да, возможно, здесь у кого-то есть какие-то таланты. Вот в этом есть сумма, деньги, материальная, достаток, да, изобилие. Вы изобильно. Вы можете жить, да, хоть, вот просто я вам скажу, да, хоть в трущобе. Извиняюсь, но вот смотрите, как это работает. Да. Тут обращение к себе вовнутрь. И я вижу, что есть момент, что я хочу достичь чего-то материального или купить квартиру, новый дом и так далее. В вас есть вот это вот зерно, но вы его не поливаете. Вы отвлекаетесь на другое. Или же, да, ну, конечно, работать нужно, потому что нужно платить за жилье и так далее, правильно? Но опять-таки, давайте придем к тому, что есть работа. Если вы распределите план свой дневной, у вас найдется время на ваше любимое дело, да, или ваш проект какой-то. Вы найдете время какое-то на работу, какое-то детям, да, какое-то то, например, вечером хотя бы часик уделить своему, вот как я и говорила, да, все делать по плану, и вы придете к цели. Вот тут есть какое-то у вас зернышко однозначно. И нужно вот его доцелить. Просто доцелить. Вы придете здесь к материальному достатку. Кто об этом думает? Но здесь уже кто-то есть в материальном именно достатке, как, да, наполнение. Хорошо, если с вами резонирует портрет, давайте смотреть дальше. Многие жалуются, что портрет очень долгий получается. Извините, да, поэтому я на ютубе, я никуда не тороплюсь. И канал у нас, да, вроде как такой, что мы никуда не торопимся. Я передаю информацию, и если вам долго это слушать, то, да, можете, конечно, не слушать, это же ваш выбор, то есть вы выбираете. Я же вам специально, да, под, как это говорят, под пулеметом там не заставляю вас смотреть. Вот, поэтому так вот. Кому-то, да, информация и правда нужна. Тем более вы понимаете о том, что все случайности не случайны. И почему вы попали на это именно видео? Можете, кстати, написать. Хорошо, если с вами резонирует, давайте продолжать смотреть дальше. Но жизнь тут нелегкая у вас. Однозначно. Прошлое было нелегким. Слезы. Было много пролито слез. Возможно, и в молодости тоже. Плакали навзрыд. Хорошо. Давайте посмотрим, о чем и кто болтают за вашей спиной. Кто-то, возможно, здесь популярная личность, да, кого-то обсуждают. Или же вы человек, который, возможно, общаются с разными языками. На разных языках или с разных мест. Одни с Америки, другие с Новой Зеландии, третьи с Испании, там та-та-та. Да, или же у вас коллектив, есть коллектив, где крутятся разговоры.
разговоры о вас есть, и немало. Так, интересно, будем дальше смотреть. Также у вас в семье родственники, обсуждения между родственниками. Причем есть момент того, как вас оценивают. Да? Что вы заслужили, как вы сегодня живете, как вы спите, с кем вы живете, с кем вы едите за одним столом. Также есть моменты интересные ваши финансы. Или же, да, у кого есть дети, интересно о ваших детях. Тут нет такого, что о вас говорят, да, в семье плохо. Просто есть момент того, что идут обсуждения, и вы интересны даже в семье, да, у вас очень часто открывается рот, да, и шевелится язык. Молодой человек, о вас не то чтобы болтает, тут больше думает. Моложе вас мужчина. Мужчине может быть и 50, но он может быть как мальчик, как юноша. У меня здесь именно показывают юношу, не юношу, а мужчину, который рассуждает как мальчик. И то, что он рассуждает в своей голове, он думает. Все понятно. Вы для человека загадка, да, вы для человека неясный. Человек почему-то думает, что вы лисица-сестрица с таким пушистеньким хвостиком, да, вот если не по вас, вы не будете там брать меч там и рубить голову с плеча. Вы просто своим пушистым хвостиком, вот, по мордочке-то дадите, по носику. Вот так вот, что тоже проучит, да. Он думает, как залезть к вам в голову, да, и вот узнать о вас больше, о чем вы думаете, куда вы ходите, да, с кем проводите время. Тут почему-то у людей здесь такой интерес, да, и у окружающих интерес, и вот у этого мужчины. У родственников тоже. Мужчина часто, и в мужчине почему-то вы приходите во сне. Он видит вас во снах. Больше скорее во снах, да, он как-то видит вас издалека, или же вы на расстоянии с человеком находитесь, возможно, это интернет. Вот вы находитесь на расстоянии, человек о вас думает и даже фантазирует. Что он там фантазирует, пока не показано. Но у него такой вот большой знак вопроса в голове касаемо вас. Он, наверное, смотрит на вас, да, и вот ему интересно, и какие-то вот вопросительные знаки. Да, какого вы поля ягодка. Угу. И еще о вас думает мужчина. Кстати, этот мужчина, возможно, вы с ним были как-то знакомы, да, о котором я вот сначала сейчас говорила, который о вас думает. Мужчина, вы были знакомы с этим мужчиной. Да, или было легкое, может быть, общение. Потому что недостаточно информации о вас. Вот на данный момент, сейчас, да, ну не именно прямо сейчас, а в общем, да, ему интересно
о вас знать информацию. Потому что есть какое-то впечатление у человека о вас. Вы вот как оставили впечатление. Достаточно даже просто, да, может быть, вы зашли в какой-то магазин, а он там, да, работает продавцом, или же вы пошли там в какое-то подразделение, да, с бумагами, министерство даже, да, там был юрист, например, да, вот вы оставили, но что-то он о вас немного знает, какую-то информацию, но дальше он пытается домысливать. Вот и еще мужчина о вас думает, другой уже мужчина, которому вы поменяли жизнь, расставили все по своим местам в жизни этого человека. Но я не вижу, что эти мужчины о вас говорят. Тут нету говорят. Не болтают они о вас. Вот эта информация именно идет, да, касаемо этих мужчин, о том, что они думают. Вы человека завели как сломанный механизм, да, вот как починили сломанный механизм. И человек как-то соображать даже стал иначе. Возможно, вы ушли, покинули человека, и у человека что-то трансформировалось в голове, замкнуло, да, как говорится. Человек очень много тоже думает. И вообще, да, вы вот смотрю, вы не просто так являетесь в жизни людей, в жизнь других людей. Вы не просто так являетесь. Да, возможно, вы что-то компенсируете им, да, или же подводите черту итоговую, причем вы просто появились, мотнули этим хвостом своим, да, и ушли, а тут шлейф, запах от вас остался, и у них что-то в голове чпок так и, да, свакнуло. Или, ну, вот как часы начали механизмы работать. Вот. Вот вы знаете, вы как принесли человеку какое-то счастье, да, человек также может думать о том, что вообще вы счастливая, да, и вот эта вот энергия счастья, да, вот как ему передалась, этому мужчину. Счастье именно заключается в наполненности. Человек как-то вами наполнился. Человек обрел какую-то силу или как-то встал на ноги, возможно, да, после какой-то, может быть, болезни или чего-то. Но после тяжелого. Или человек, вот, да, вы познакомились с мужчиной, который был в разочаровании, в упадке, да, где, может быть, были какие-то ужасные отношения, после которых, после общения с вами, да, у человека вот сердце растаяло, да, и человек стал иначе думать, а жизнь, да, не такая уж и плохая, вот как мне казалось, вот так вот. Кто еще болтает и о чем? Женщины, две женщины. Две женщины разговаривают о вас, ведут беседу. Женщины почему-то думают, вот одна из них, да, точно, что как будто бы вы ей перешли дорогу. Причем есть какой-то страх. Я хочу сейчас докопаться, какой. Она вас боится. Она за вами наблюдает. И с этой женщиной, возможно, было общение, да? Разговоры. Она считает почему-то, что вы перешли дорогу, или же что вы обскакали ее. В чем угодно, да, может быть, на работе заняли ее место, да, или же в чем-то в спорте, да, вы обогнали, правда, или же в чем-то преуспели, а она нет.
она вот осталась, как сидела, да, как стартанула, так и осталась на старте. Но вы как опередили, вот есть момент такой злости, раздраженности, и разговоры идут в принципе, да, ну ни о чем, пустые. Здесь я не вижу, да, каких-то магических воздействий, здесь такого нет, но здесь есть именно какая-то злоба такая, неприязнь, просто неприятно. Да, момент зависти, давайте так назовем, момент зависти, потому что в чем-то вы переиграли ее. Вот. О чем и кто болтает за вашей спиной еще? Мужчины. Вернее, да, считая, если этого, вот еще один у нас. Мужчина. Мужчина, который, почему-то говорят, бабник. Он бабник. Любит красивых женщин, любит вообще женщин, общество женщин, да, или же находиться с женщиной то с одной, то с другой. Ему это нравится. Да, он не несет никакой ответственности или вообще по себе такой человек безответственный. Он только может красиво петь на уши, но по факту лить воду в уши, да, ничего при этом не делая, не совершая какие-то серьезные поступки. Нет, этому человеку может быть и, да, много лет, но он вот как пацан. Именно как мальчишка. Возможно, да, мужчина младше вас по возрасту. Человек неопределенный, не определился, что он в жизни хочет, какая цель у него в жизни, да, какие главные ценности в жизни должны быть, и что должно быть в приоритете. Нет. У этого человека и за душой, возможно, ничего нет, потому что человек фигура там, фигура тут. Какие-то есть легкие деньги, казино, игры. Да, человек несерьезный человек. Но удача ему в деньгах, да, вот сопутствует в выигрышах именно. Возможно, человек, правда, играет в какие-то игры. Хорошо, давайте посмотрим еще, о чем и кто болтает за вашей спиной. Если вы замужем, да, или в отношениях с мужчиной, в стабильных отношениях, мужчина о вас очень часто думает и, возможно, даже восхваляет вас, какая вы прекрасная, какая вы. Вы знаете, он говорит, что вы такая вы разная, универсальная. Вы и подружка, вы и любовница, вы и хорошая жена, и мама, да, и хозяйка, и все у вас есть. Вы хороший педагог, психолог там и так далее, и спортсменка она у меня, и да, вот есть момент некий, как человек хвастается и вашими заслугами. Причем очень хорошо отзывается о вас. Ничего плохого, отрицательного я не вижу. Хорошо, давайте дальше листать. О чем и кто болтает за вашей спиной? Еще посмотрим на картах Ленорман. Тоже интересно, какие крысы водятся за нашей спиной. И не только крысы, да. Бывают и белочки красивые, хорошенькие, пушистые. Ну, кто знает.
Смотрите, у меня выходит опять этот мужчина, о котором я сейчас говорила, который вас хвалит, да, и момент есть ревности, момент увидеть вас. Человеку очень нравится на вас смотреть. Да, такая информация. И человек вас боится. Кстати, вот эта женщина тоже почему-то вас боится. И вот этот мужчина, да, есть некие моменты страха, что или не так, что не скажу, она мне еще это, ну, понимаете, отсечет. Боится, язык отрежет, да. Даже боится шутить. Чувство к вам есть. Человек вас очень любит. Человек вас, знаете, так еще... Во-первых, он считает вас, то, что вы очень такая ресурсная женщина, то, что вы, да, человек слово сказала, сделала, человек, который любит порядок, момент консерватизма есть, и при том, да, у вас есть и такое вот консервативное, но в то же время есть и лисий хвост, мягкий, пушистый, да, вот как мужчинам прям нравится, с кошачьей походкой еще. Вот. А человек понимает, что ему как не хватает ласки, любви. Как вы именно... Почему он боится, да, он почему-то думает, что сейчас, на данный момент, она или чем-то занята, ее нельзя отвлекать, нельзя трогать, да, иначе что-то сорвется. Вот. В то же время человек думает то, что вас бы хотел каждый мужчина, такую вот именно как вы, женщину. Любовь. Вот человек понимает, что вы любовь. Это кто в отношениях, да, кто одинок. Здесь за вами идет наблюдение. И, возможно, да, кто-то объявится. Кто-то к вам на порог придет с известием. Да, это может и мужчина быть, это может быть и какое-то известие. Ну, возможно, даже любовного характера, или же известие такое доброе получите, приятное. Или то, что вы долго ждали, например, какую-то даже посылку, да, письмо или бумаги какие-то, вот вы их получите. О чем и кто болтает за вашей спиной? Женщина. Женщина злится на вас. Кстати, тут есть негативные моменты в раскладе, да, я вижу, и женщина на вас злится. Женщина недополучила от вас то, что хотела. Или же, как опять-таки, да, перешли ей дорогу, или же ее муж посмотрел на вас, в вашу сторону. Тут, возможно, была ревность, приревновала. Она плачет, она переживает. Да, вам, хотя могло быть вообще пофигу на этого человека, но вот ей не пофигу. Она у вас вот прям и думает, и болтает с кем-то. Как обсуждает вас, что вот такая вот перешла дорогу. Да, ей очень больно сейчас. И причем, знаете, человек сам себя терзает мыслями надуманными. Опять-таки. Я говорю, все проблемы в наших мыслях. Поэтому тут момент того, что она терзает себя мыслями, как еще накручивает. Да может так, да? А на той стороне, с кем она это говорит, там еще поднакручивают. Подускивают.
Вот так вот. Так, перейдем к Ленорман. Вот когда столько негатива, девочки, мальчики, да, принимайте душ и проговаривайте такие слова. Вот когда льется на вас вода, да, включили душ и говорите, куда, вот прямо от макушки, да, льется вот эта вода, душевая струя, говорите, или дождь, когда идет, да, куда течет вода, туда все проблемы и беда. Всегда представляйте, как с вас вся грязь, весь негатив слазит. Вы знаете, после этого вроде короткий шепоток, но вот все как гладко становится. Все начинает идти и двигаться. Легче становится на душе. Когда ложитесь спать, проговаривайте такие слова. Вечером сказано, ночью исполнено, моя жизнь любовью и счастьем наполнена. Сейчас посмотрим, что хотят для вас передать карты. Да, какое-то известие радостное идет в вашу жизнь. Что-то вы интересное узнаете, возможно, или же положительное в плюс для вас. То есть будете этому рады. Возможно, да, кто-то получит даже и премию. Но будьте аккуратны, да, вот гадины есть везде. У вас есть враг. У вас есть враг, причем здесь момент как зависть, да, наблюдение. Человек почему-то может знать о вашей радости или узнает о вашей радости. Самое лучшее счастье любит тишину. Никому ничего не говорить. Женщина. Это женщина, которая уже не общается с вами. Вот главный ваш враг есть женщина, которая же с вами не общается. Но она узнает о какой-то вашей радости или же, да, о ваших каких-то победах. Не говорите никому ничего. Если у вас есть какие-то переживания, да, не нужно накручивать дальше больше, потому что может быть хуже только. Тем самым, да, если вы будете себе накручивать больше, вот есть проблема, решайте ее, да, но не накручивайте дальше больше, иначе здесь именно психоэмоциональное состояние может ухудшиться. Дальше это может на здоровье перейти. Вы преодолеете какой-то путь. Долгий, возможно, для кого-то, да, был нудный какой-то путь, или все как было зациклено, все на одном и том же. Вы преодолеете. У вас есть момент того, что вы набираетесь энергии, силы. Какой-то момент вы проснетесь, да, и вы поймете, как вы бодра, что у вас, да, как чувствую себя здоровой, бодрой, сильной. Вот в тот момент именно, да, вы начнете или же идти на какое-то, на благое дело, к счастью. Вы пойдете на какой-то поступок, именно благой поступок. Или кого-то защитите, кому-то поможете, возможно, да. И у вас счастье. Тот, кто ждет детей в детородном возрасте, ждет детишек, тут, возможно, беременность. Или кто-то уже находится, да. Что-то вы узнаете о мужчине, приятные какие-то моменты. Будут какие-то или маски открыты, да, причем нет ничего здесь недоброжелательного, здесь именно что-то вы узнаете о каком-то мужчине, приятные какие-то не известия, не новости, а именно что-то приятное.
Например, да, этот человек работает, не знаю, инженером, да, или его повысили на работе, вам становится приятно от этого. Но не обязательно повысили или стал инженером, тут какие-то о мужчине благие вести, приятные вам. Также здесь еще может так проиграться, что ждите или свидания с мужчиной, да, или вы встречаете мужчину, который... Вот тот человек, о котором я мечтала, да, или такого я хотела человека в своей жизни, вот такого мужчину. Вот такой человек и идет. И здесь, да, через сложности, через какие-то даже накручивания, да, такие темные иллюзии, через страхи, через даже какие-то неуверенности вы... Знаете, почему это все, кстати, идет? Здесь именно момент того, что, возможно, да, здесь есть, как высасывала женщина какая-то с вас энергию. Или, возможно, забирала, да, вот эту энергию. Потому что после нее, да, вот это вот все серое, мрачное, проблемы, возможно, какие-то нерешаемые. Но вы как заново из пепла, вот этот феникс, крылья наверх, взмах и полетела. Стабильность с мужчиной. Поздравляю, да, здесь у кого-то идут именно серьезные, стабильные отношения по башне. Дальше я открывать уже не буду, потому что там очень все так красиво и гармонично, дабы, да, ничего. Вот, плохого не нанести. Принимайте, забирайте, упаковывайте, да, прописывайте, принимаю, забираю, упаковываю, если вам это нужно. Карты не любят тишины. Вот, а также насчет ненавистников есть... Да, вообще такая колода у меня, тоже авторская моя колода. Сейчас я вам покажу ее. Сундук ведьмы. Вот так она выглядит. И вот тут именно момент как раз-таки, да, как выяснить, есть ли на вас какое-то негативное воздействие. Да, эти карты подходят больше скорее тарологам или, ну, кому-то ради интереса, кто-то бы хотел, да, приобрести, посмотреть. Вот. Здесь все четко, ясно написано текстом, да, что было сделано, кем было сделано, какими предметами и так далее, где, чем, да. Вот. Поэтому также здесь есть карты эквивалента, мужчина, женщина. Также кто делал, маг, практик и так далее. То есть здесь все. Черная карта, да, это карта в колоде, которая говорит о том, что, может быть, хватит на сегодня, перенесем это на другой день, это гадание. Вот об этом говорит черная карта. Вот. Также, да, тут, возможно, кто-то пользовался целительством или вас кто-то исцелил. Таро, кто-то обращался к Таро, возможно. То есть бывает, да, люди приходят и да, про кого-то спрашивают, да, а вот этот, про кого спрашивали, как раз-таки может узнать о том, что про него, да, гадали на картах Таро. Вот. Также, возможно, кто-то, да, использовал святую воду или же как подсказка. Святая вода вам помогла. Вот. Черная вдова. Он кверент, и там есть еще карта она кверент. На замок. Кто-то замок поставил в конце ритуала, который нужно открывать. На безумие. То есть, когда делают порчу, да, чтобы человек сошел с ума, да, или видел все вообще по-другому. То есть вы видите желтый лимон, а если сделать такую, да, порчу, то человек начинает видеть вообще не лимон, а красное яблоко. Это такой еще момент, кстати, поймите, вот насчет этого безумия. Бывает, даже вот вы смотрите куда-то, да, что-то ищете, ножницы, например, да, они вот перед вами лежат здесь, вы смотрите, а их нет. Это, как раньше говорили, барабашка завелся. Потом вы смотрите, вроде дома никого нет, находитесь одна, да, и тут лежат ножницы.
Вот каким образом, да, они здесь оказались, если я смотрела сюда же, да, их не было. Вот тут есть момент не то, что даже на безумие, здесь еще есть и паутина, паучья порча, когда именно человек имеет пелену, не видит то, что должен видеть, и даже подсказки от высших сил. Хорошо, давайте по традиции мы сейчас откроем другие мои авторские колоды для вас. Золотой ключ. Вот кому интересно купить от меня колоду, приобрести, обращайтесь, все контакты я указала внизу под видео. Также оставлю QR-код, вы можете по нему перейти, написать мне, пришлю всю информацию, фотографии. У меня 8 колод. Также сейчас пишу книгу сильных заговоров и шепотков. Я думаю, в конце этого года должна выйти, но, возможно, может быть, в начале 2025 года выйдет. Да, понемногу я пишу книгу. Делаем 3 позиции, а вы выберете для себя одну позицию. Первую, вторую или третью. Как интуиция вам подскажет, так и выбирайте. Сразу первое, что пришло в голову, вот то и выбирайте. 101 тайна тоже откроем для вас. 101 тайна. Первая позиция, вторая позиция, третья. И колода крылья. Это та колода, которую я дарила моим зрителям на Новый год, как подарок лично от меня, в 2 вариантах для печати и второй вариант виртуальная колода. Вот. Оставляла ссылки на скачивание. Видео вышло 31 декабря 2023 года. Я не помню уже название видео. Вот там именно внизу я оставила под видео в описании ссылки на скачивание. Или можете перейти в наше комьюнити Ведаскара Official. И внизу ссылочка есть на телеграм-канал. И там можете скачать данную колоду совершенно бесплатно. Хорошо, кто выбрал первую позицию? Прошлое останется позади, вы идете в новое. Скоро откроется тайна. Прочитайте молитву, она сейчас вам необходима. Мужчина в вашу жизнь идет. Да, или при вас, возможно, есть мужчина, который о вас думает. Ты заслуживаешь всех лучших благ. Скоро с тобой произойдет счастливое событие в твоей жизни. Спасибо, единички. Переходим к двоечкам. Скорые перемены в вашей жизни. Принятие важного решения. Любовь. Яблоко и змея. У вас есть злодей или злодейка. Но мы по картам сегодня видели, женщина, у вас главный враг женщина есть. Злодейка. Видите, как карты очень четко дополняют карты Таро и вообще расклад. Но также, да, вот на этих картах золотой ключ просто можно гадать. Да, здесь почти все есть, что только можно. Вот, это очень удобные для гадания карты и самые любимые, да, те, кто покупал эти карты, самые любимые. Хотя самая первая колода вышла у меня 101 тайна, это тоже полюбившаяся колода. Но вот полюбилась всем вот эта вторая колода, которая вышла, золотой ключ. Вот, смотрите, близится самый лучший день в твоей жизни. Прими его с благодарностью. Высшие силы обязательно нужно благодарить. Спасибо, двоечки. Переходим к тройкам. Любовное сообщение, звонок, известие. Скоро получите знак от Вселенной. Вам предстоит выбор. У всех выбор предстоит. Бусы предрекают
приятные сюрпризы, хорошие неожиданности, способные вас порадовать. Вскоре все изменится, верь в лучшее и будь готов к приятным событиям в своей жизни. Спасибо троечке за просмотр и спасибо всем, кто был на раскладе. Ну а за личным раскладом или приобретением моих авторских колод обращайтесь, все контакты я указала под видео. Или можете посмотреть QR-коды и поставить на паузу, сделать скриншот и перейти. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в 100 раз приумножилось. И также спасибо за ваши теплые комментарии, пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и надежды в скором осуществились. Да будет так. Главное, никогда и ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны, держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас люблю, крепко обнимаю и спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара.